Я назад тут были, что там короткий с кольцом, потому что фунтаж был очень тяжелый. Древнее воинское искусство, стрельба из лука с кольцом – одна из тем практической части мастер-класса. Для этой стрельбы в основном использовались довольно короткие сложносоставные луки. Сами кольца тоже были всевозможных форм и видов, от цилиндра до сильно изогнутых, рассказывает вице-президент Федерации по стрельбе из лука региона Магомед Ивлоев. Также на встрече делится секретами и тонкостями техники борибоу и не только. Борибоу, так называемое, это английское слово, который обозначает, что лук ничем не обвешен. То есть там нету ни прицела, нету, ни плунжера нету. То есть это обычный спортивный лук, который может комплектоваться только, допустим, грузами для утяжеления. Следующим идет инстинктив, так называемый. Это обязательно деревянная рукоятка. То есть в каждом из этих дивизионов есть свои плюсы и минусы. Цель мастер-класса – популяризация современного вида спорта. В рамках встречи проходит и теоретическая часть. Время ограничено, поэтому лучники рассказывают самое главное и необходимое о спортивном снаряде – луке и стрелах. Принять участие в мероприятии изъявили желание и глава местной администрации, и имам центральной мечети сельского поселения. Как работать историческим луком, ребятам демонстрирует победитель чемпионата Кубка России Адам Цичоев. Впервые лук в свои руки взял в 2019 году и в течение 2 лет уже успел добиться серьезных результатов. С прицелом тующего, прицела без прицела тующего. А без прицела бетер пока дикидашер волт так даху. Прицел тира без омовижусу. Некоторые виды луков школьники видят впервые. И, судя по эмоциям, новыми техниками и точными отработанными попаданиями профессионалов впечатлены. Впервые ребята узнали и о блочном луке. Он, кстати, считается одним из самых дорогих в мире по цене. Он был изобретен американцем в 1960-х годах. О его особенностях рассказывает профессиональный лучник Адам Шанхоев. Лук пельгисабет, жмиер релизия, хамсабет, специально хамил гей пельгисабет, соучоба пельгисабет, смысл делать бацы. Релизия хамсатора. Это что? Шаг назад сделал. Изи. Адуотри. Мастера подчеркивают, во владении техникой стрельбы из лука важную роль играет физическая подготовка спортсмена, масса и строение тела. Но это далеко не самое главное. Техника прежде всего определяется напряжением тетивы и точностью попадания. В рамках мастер-класса ребятам объяснили правила безопасности и пригласили попробовать попасть в мишень. Конечно, попасть в яблочко с первого раза без должной подготовки и тренировок рассчитывать не стоит. Как отметили тренеры, многим стрельба из лука кажется развлечением, но на самом деле включает в себя много сложных элементов. Просто так у нас есть термин «кидаться стрелами». Кидаться стрелами может любой человек. Но если вам, допустим, нужно сделать 570 очков из 600 возможных и заработать, то есть стать мастером спорта России, но для этого надо работать и работать. И вот это все должно быть. И координация, и ловкость, и выносливость. А что самое интересное, зрение здесь, в принципе, особо острое и не нужно. Если раньше лук использовали для охоты или защиты от врагов, то сегодня переживает новый всплеск популярности в мире. В качестве спорта, охоты, развлечения, хобби стрельбой из лука занимается огромное число людей. Желающих пополнить их ряды сегодня стало еще больше. Лук это больше всего меня вдохновило. С лука очень красиво, классно стрелять. Можешь даже на походе, когда ты пойдешь, можешь с него стрелять, охотиться, быть лучшим охотником в мире. Когда я попадаю прямо в мишень, я так радуюсь. Решение внедрить в школу этот редкий кружок было принято коллективом 4-й школы Кантышева. При поддержке Минобра в школах выделены единицы доп. Образования. Реализовать получилось в прошлом месяце. Все места уже заняты. Занимается с учащимися тренер одного из республиканских клубов по стрельбе из лука. Конечно, с оборудованием не все просто, потому что здесь специализированное оборудование, оно очень дорогое. Но вместе с представителями клуба этого населенного пункта мы нашли выход. У нас
для обучения наших детей уже есть 2 современных лука, вот, есть и стрелы, есть мишень. Вот, и уже 2-ю неделю наши учащиеся с большим удовольствием, с большим желанием посещают этот кружок. Встреча в таком формате у профессионалов со школьниками прошла впервые, но эту практику лучники республики в лице Федерации стрельбы из лука намерены сделать традиционной и тем самым приобщить к олимпийскому виду спорта больше ребят. Ведь профессиональных спортсменов в этом направлении в регионе пока еще очень мало. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.